Новое время приносит новые веяния в образовательное пространство. Меняется парадигма образования. В сложном информационном потоке учащимся трудно отобрать необходимые сведения, поэтому в связи с этим и для сферы образования, и в частности для учителей первым ключевым вопросом становится, что подлежит изучению в 21 веке. И не менее важный ключевой вопрос – это каким образом мы подготовим учеников к 21 веку. Тема образования была актуальна во все времена. Тем более во все времена, так как динамика достижения учащихся не стоит на месте, она постоянно колеблется, тем более наблюдается тенденция к снижению качества успеваемости учащихся. Поэтому передо мной стоит вопрос, что же происходит с нашими детьми, как повысить мотивацию. Формирование мотивации к учебе является одной из приоритетных проблем современной школы, так как фактор мотивации является стимулом успеха в учебе. Фактор мотивации намного сильнее, чем фактор интеллекта. От силы и структуры мотивации зависит успеваемость учащихся. Ученики внутренне мотивированные, намного успешнее выбирают учебные стратегии, намного успешнее справляются с предложенными задачами, нежели слабо мотивированные учащиеся. Анализируя уровень достижений учащихся в классе, в котором я преподаю, а также уровень достижения школы, я заметила не рост, а его падение. Заметила рост, а не его падение. Искать мотивацию следует не где-то извне. Самая действенная та, что внутри. Но заставить ее работать с нарастающей силой очень тяжело. Поэтому, говоря словами Флавова, мы должны развивать эти навыки метапознания, то есть обучать тому, как обучаться. Изучая ключевые идеи программы, я пришла к выводу, что прежде всего должна изменить свои убеждения я сама и должна отходить от старых традиционных методов к новым, выбирать новые их методы. Опираясь на результат своего обучения на первом этапе, когда мы работали во взаимодействии, я пришла к выводу, что мы быстрее достигали поставленной задачи. Впервые за много лет, когда я была уже в роли, опять же, ученицы, мне стало интересна эта форма групповой работы, поэтому я решила исследовать ее результативность на практике в фокусе своей темы. Поэтому